Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие минуты, часы и дни? Давайте посмотрим, что судьба для вас приготовила. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая красота! Смотрите, видите? Рукопожатие, и между вами и каким-то человеком прям связь формируется. С кем-то вы удачно встретитесь, с кем-то вы удачно договоритесь, либо даже вот как объединяют люди усилия. И руки пожимают, и связь образуется между людьми. Видите, вот она ваша связь. Вот вы, а вот еще один человек. Вот связь энергетическая, а вот она ваша рукопожатие, причем двойное. За две руки друг друга пожимаете. Слушайте, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. С левой стороны, то есть вы этого не ждете, вы на это не надеетесь, вам даже в голову не приходит, да? Либо наоборот думаете, что человек выступит против вас, либо что человек что-то против вас имеет, а все так удачно сложится, все удачно получится. А еще, мои хорошие, в момент, когда вы договоритесь, либо объединитесь, какая-то лиса сознание потеряет, прям грохнется лапками вверх, и все, лисе будет плохо. Я так понимаю, что эта лиса — это ваш враг, либо ваш недоброжелатель, а может быть, это какая-то коварная особа, которая прям стремилась к тому, чтобы эта договоренность, либо эти отношения не состоялись. Прилагала лиса много усилий, а вот тут такой нежданчик, да, а вы взяли и помирились, либо а вы взяли и сошлись, либо договорились. Слушайте, ну здорово, супер, тьфу-тьфу-тьфу. Дай Боже, пусть каждый договорится, пусть каждый соединится, воссоединится, помирится, пусть объединение будет между людьми. Главное, чтобы это на благо пошло. А оно точно пойдет на благо, потому что такая сильная энергетическая связь у случайных людей, рандомных людей не образуется. Только лишь у тех, кто друг другу по судьбе. Неважно, любовь, родственные связи, деловое общение, какой-то творческий, деловой союз, неважно. Важно, что вы друг другу по судьбе. Значит, будете не только на одной волне, но и как в унисон сердца ваши будут биться. Тьфу-тьфу-тьфу, еще раз дай Боже. Дальше, мои хорошие. А вот здесь, смотрите, показано, что у вас в руках монетка. И эта монетка, она пытается вырваться, но вы ее крепко держите и не пускаете. Возможно, придется с кем-то сразиться по поводу денег, оплаты, скажем так, вознаграждения. И, возможно, даже поторговаться. Даже если вы не умеете торговаться, поверьте, у вас получится лучше, чем у профессионалов, да? Ну, в ударе будете. Свое вы точно не отдадите и не упустите. И если кто-то должен, либо пообещал и не хочет выполнять, этот человек пожалеет. Не на ту нарвался, не на того напал. И то же самое. Начнете торговаться, самую лучшую цену себе можете выторговать. И будете собой довольны. Монетку никому не отдадите. И лишнее вы точно не переплатите. Ну, умнички, молодцы. Дальше показывают женское нижнее белье. Ну, как бюстгальтер, наверное, похоже на бюстгальтер. И я вам так скажу, какой-то мужчина по поводу женщины может распускать какие-то интимные грязные слухи. И то же самое мужчина. Какая-то женщина в обидках начинает, значит, всем рассказывать, что у вас там ничего нет, либо не работает, как там обычно говорят, 5:30, да. Ну, а про женщину могут сказать, что она распущенная, что она там партнеров постоянно меняет, да.
Человек в обиде ревнует, обижен, и поэтому опускается до того, чтобы распускать грязные сплетни. Причем понятно, что умные люди, которые вас хорошо знают, никогда в это не поверят. А дураки, глупцы, завистники, вот они могут подхватить. Никому ничего не доказывайте. Делайте вид, что вы ничего не знаете, ничего не слышите. Как только начнете оправдываться, сразу к вам приклеится клеймо, что вы виноваты, что да, это все правда, это про вас. Молчите, в рот воды наберите, молчите. Конечно, это очень неприятно. Но знаете, что человек, кто это делает, в очень сильной обиде, и у человека там прям все дергается, закипает, ну потому что человек вас потерял, либо вы этому человеку недоступны. Пусть бесится. Вот, поговорят и перестанут. То есть мы смотрим с вами на самое ближайшее будущее, на события 2-3 дней. То есть дальше, чем 2-3 дня, информация не пойдет. Она застопорится и все. Надо пережить, надо стоически пережить и не обращать внимания. Это очень важно. Еще здесь я вижу какую-то надоедливую муху. И она, кстати, надо сказать, крупная муха. Прямо и жужжит, и летает, и не дает вам сконцентрироваться, либо не дает вам чем-то заниматься. Очень похожа на женщину. Женщина, скорее всего, тучная, корпулентная, такая крупная, да, габаритная. И эта женщина будет вас постоянно отвлекать, будет очень назойливой, будет постоянно к вам обращаться, дергать. То не так, это не это, а вот это скажи, а вот тут подскажи, а вот тут то, 5-е, 10-е. То есть буквально доводит вас до остервенения. Но с другой стороны, я вижу, что эта женщина это делает не со зла, то есть нет какого-то злого намерения, просто вы для этой женщины, вы как гуру, вы как наставник, вы как мудрец. И она действительно хочет всему у вас научиться, либо все у вас разведать, да, все узнать. То есть пользуется возможностью, что она рядом с вами, начинает вас буквально донимать своими вопросами, расспросами, при этом не понимает, что она отвлекает вас от дела. Я бы вам рекомендовала с этой женщиной вот спокойно поговорить и сказать так, что вот сейчас я делаю свое дело, но потом я выделю на тебя там минут 20-30, и ты можешь задать все вопросы. Я даже тебе покажу, да, если будет желание, конечно. Вот, договоритесь. Она не злая. Она просто слишком вас как почитает, уважает. Вы для нее как кумир. Вот, ну, неприятненько, но, простите, понять и нужно, и можно. Вот. Так что делайте правильные выводы, не ругайтесь с ней, не ругайтесь. Она очень эмоциональный человек. И еще раз говорю, плохого она вам не желает. Просто она такая, и вами она действительно восхищается. Ну как, вы же ее кумир, как по-другому? Ей прям даже хочется ваш голос слышать, да, вот эта вот возможность побыть рядом, это же все фонтан. Фонтан эмоций, и она уже даже себя немножко не контролирует, как по мне. Так, еще. Вот вижу красивого парня, а рядом с ним просто умопомрачительная женщина. Возможно, у них разница в возрасте, но это же не помеха на самом деле. Парень так влюблен, у него прям искра из глаз. А женщина, она немножко сомневается. Либо ей кажется, что это какое-то притворство, это игра. И у женщины еще такие могут быть мысли, что а что скажут люди? А ведь это в обществе осуждается, да, когда есть разница в возрасте. Мои дорогие дамы, девушки, прекрасные леди, какая разница, кто что скажет и подумает? Посмотрите, как много старых дедушек общаются совсем с маленькими девочками. Да? Девочки по 18 лет, извините меня, и то моложе даже бывают. И никто не осуждает, и никому в голову не приходит. Вы же с этим парнем, вы визуально не как ровесники выглядите. Вы выглядите моложе, чем этот молодой парень. Да никому и в голову не придет, что у вас разница в возрасте. И тем более, это даже вот я где-то читала, что когда женщина старше, мужчина младше, это намного лучше влияет на отношения. И такие отношения, они более, скажем так, любовные, более
сердечные, и такие отношения, они долговечные, да, там меньше люди разводятся на самом деле, хотя многие считают, что ровно наоборот. Очень много примеров, лично даже в моей жизни, когда девушки гораздо старше, а мужчины гораздо младше, очень счастливые семьи, и мужчина умнеет рядом с такой женщиной, да, прям таким солидным становится, и женщина молодеет рядом с молоденьким мужчиной, так что не думайте о том, что кто скажет. У вас ваша жизнь, и вы просто обязаны быть счастливы. Все остальное не важно. Так, еще. Я вижу, что вас куда-то зовут. Может, и не зовут, да, может, вам просто говорят, что есть какое-то место, либо какой-то там магазин, либо какое-то предложение, вот можешь поехать, пойти, там, не знаю, поучаствовать. Туда, куда вас позовут, вам неплохо было бы сходить, да, потому что там действительно интересно, там действительно что-то важное. И то, что вам говорят, там даже как-то преуменьшают, да. Ну, допустим, подружка говорит, вот была в магазинчике, там скидки. И она вам говорит, там скидка 30%, на самом деле там 50% скидка, понимаете? Так что лучше сходить и найти, выкроить это время, да, сходить. И я думаю, что вы что-то либо обретете, приобретете, либо даже в чем-то поучаствуете хорошим, ценным, полезным для вас. Сказано будет как будто бы всквозь, но на самом деле нужно прислушаться и нужно сходить. Точно не пожалеете. И еще. У кого-то в самое ближайшее время идет откровение. Вот как что-то вы поймете сами для себя. Вот как будто бы у вас в голове такой огромный пазл там, на 10 тысяч элементов, да, и вот последний этот фрагмент, и все, и картинка сложилась. То, что вы долго очень не могли понять, осознать, разгадать, вот то, что долго не поддавалось, да, вот случится, я вижу. Случится, картинка соберется, и вы будете очень довольны. И вот это открытие, оно вас просто наполняет. У вас так сильно поменяется настроение, вам захочется прям летать, так подпрыгивать, как дети. Знаете, как в детстве вот, подскакиваешь, подпрыгиваешь, да, и кажется, что вот-вот ты полетишь. Вот и у вас такое состояние будет. Наконец-таки ребус вы разгадаете, либо пазл этот будет сложен, и вы увидите картинку целиком. И вопросы отпадут, и все станет ясным, понятным, как озарение, да, озарение снизойдет на вас. Только, мои хорошие, своим озарением, пожалуйста, ни с кем не делитесь. Потому что, может быть, не ваши близкие, но интересанты есть некие, которые просто выуживают вашу информацию, либо информацию о вас отовсюду, откуда могут. Даже хитро могут подходить к вашим близким, либо к вашим друзьям, подругам, задавать очень каверзные вопросы, наводящие вопросы, перекрестные вопросы, вот лишь бы о вас узнать информацию. Вот есть несколько человек, которые не могут спокойно спать, которым либо нужно все про вас знать, либо эти люди даже занимаются тем, что они паразитируют, да, они узнают информацию о том, что вы делаете, как вы делаете, потом это используют для себя, причем в обход вас, либо подрезая вас на поворотах. Вот, лучше никому ничего не говорить. Вот когда вы все поняли, когда вы все сделаете, вот тогда вы можете рассказать, но не ранее. Даже близким не говорите, потому что близкие ваши по наивности, скорее всего, по доброте, наивности могут немножечко слить о вас информацию. Да, это нужно избегать. Дальше. Какие-то острые фрагменты. Вообще похоже как на наконечник стрелы либо пика. Одна сломанная 100%, а вторая еще стоит. Но как-то странно согнулась. И вот-вот как сломается, да. Слушайте, это острые моменты. Один вы уже точно пережили, а второй вот-вот и уйдет, сломается. В чем эти острые моменты, я не могу вам сказать. Вы все слишком разные. Это могут быть и острые моменты, и проблематичные, и какие-то конфликтные моменты, и какие-то, знаете, вот как обвинения даже могут быть, и даже страхи могут быть. Но вот один точно сломался, а второй вот-вот и сломается. Мои хорошие, не будьте такими мнительными, восприимчивыми. И не спешите. Не спешите, потому что все может поменяться буквально с минуты на минуту и со дня на день. Если прям колется, не пускает,
обождите. Обождите, сломается, потом свободненько пройдете, либо дотянетесь куда вам надо, возьмете то, что вам на глаз упало. Вот. Не спешите, лучше не спешить. Так, дальше показывают какой-то колючий, ну это, наверное, какой-то кактус, колючее растение, либо какой-то колючий плод. Ну вот, кстати, да, у кактуса очень вкусные, но колючие плоды. Ну, возможно, да, кто-то из вас и видел, и пробовал плоды кактуса. Он во многих странах растет, этот кактус. Они очень колючие. Колючек этих не видно, но колючки очень мелкие, и они прям под кожу залазят. И очень сложно потом их вытянуть, да. Либо люди там специально их вам разрезают и продают там на рынках обычно, на базарчиках. Либо вы должны в перчатках все это делать. Да, очень вкусно, но очень муторно, да, прям нужно заморочиться, чтобы скушать. Но, опять же, говорят, очень полезные эти плоды. Я, если честно, один раз пробовала, да, это вкусно, но не стоит, да, вот эти все колючки, они того не стоят на самом деле. Есть и другие более безопасные и вкусные фрукты, не менее полезные, которые можно свободно купить, помыть и покушать. Вот, смотрите, то ли это сам кактус, то ли это плод от этого кактуса. И вот он очень колючий, и все хотят, и тянут руки, и колятся, и взять не могут. Вам совет обходите стороной, даже не пытайтесь. Овчинка выделки не стоит. Вы прям, да, можете тоже и заморочиться, и даже можете и дотянуться, и сорвать, и раскрыть, но начинки, вот вкусняшки самой, да, очень мало будет. А руки поколите, а время потеряете. Не занимайтесь делами, которые не принесут вам конкретного результата. Не стоит на это тратить время. Даже если есть какой-то всеобщий ажиотаж. Там вот все люди хотят и кричат: нам нужен этот кактус, либо нам нужен этот плод. Пусть кричат, пусть галдят, пусть сами колятся, а вы идите своей дорогой. Поверьте, ваши самые вкусные плоды, они у вас придут, попозже придут, либо за поворотом вас ждут. А этот кактус обойдите. Обойдите, лучше будет для вас. Как там говорят, не все то золото, что блестит, да? Не все вкусняшка, что колючая, либо не все кактусы съедобны, да? Не стоит колоться, вот. Не надо жить в ущерб себе. Вот это правильно самое. Так, еще. Я вижу, что кому-то вы дадите прям урок. Этот урок очень жесткий. Может быть, даже жестокий. Но с другой стороны, по-другому нельзя. Тут какой-то человек, несмотря на ваши замечания, пытается вам буквально вот на голову прыгнуть, либо даже как-то перепрыгнуть вашу голову. И прыгает на вас. Вы уже и так сказали, и сяк сказали, и уже голос подняли, да? А нет, не понимает, просто не понимает. Но вот вижу, что пойдете на крайние меры, и это будет, скажем так, единственно правильное, да, потому что человек не понимает нормального языка. И даже какую-то жесткость очень такую серьезную проявите. Да так, что человек там, знаете, и расплачется. Либо будет ходить бедный, бледный и в крапинку. Зато от вас этот человек отстанет. И это будет очень хорошим уроком, чтобы такая ситуация впредь никогда и ни с кем не повторялась. То есть вы напрочь у человека отобьете желание так себя вести. Не только с вами, но и с другими людьми. Да, это хороший знак. Не судите себя за жесткость, либо жестокость. Это как обоснованно, да? Обоснованно, потому что человек другого языка не понимает. И то, что вы делаете, это нормально, это законно. Вы себя защищаете и защищаете других людей. Так что да, не думайте об этом. А человеку это пользу принесет. Я вам серьезно говорю. Может, сразу этот человек не поймет, что это польза, но со временем, возможно, будет такой момент, когда этот человек скажет: спасибо. Спасибо, что ты тогда меня проучил, либо проучила. Если бы не ты, я бы и дальше тогда дураковал и еще бы в какие-то неприятности попал. Ну, может быть, через несколько месяцев, либо даже несколько лет. Но мне кажется, что вы слова благодарности такие услышите. Но о себя не судите. Вы все делаете правильно, вы молодцы. Так, еще. Смотрите, какой у вас тут меч показан. Но этот меч, он в ножнах, он не открыт.
Меч, который вам не понадобится, потому что бороться вам не придется. То ли у вас какое-то важное дело, то ли вам нужно с кем-то выяснить, прояснить отношения, то ли нужно как-то, знаете, побороться, да, вам кажется, вам это кажется. А на самом деле придете с мечом и поймете, что и вынимать его не нужно. Почему? Потому что все будет готово. Буквально вот на руках вам протягивают, как на подносе, говорят, вот набери. Если честно, вы прям просияете, скажете, ну надо же, так легко, серьезно, я тут настраивалась, я тут готовилась, я тут клинок точила, а вы так сразу мне все даете. Возможно, да, какие-то перемены вас опередят, и пока вы придете, там уже все поменяется, да, и люди, которые были в позиции против, займут позицию за. И то, что вам необходимо, вам без лишних слов, без лишних там сражений, баталий, боя на протянутых руках отдают. Скажете, фу-фу-фу, я так не играю, так неинтересно. Но с другой стороны, в душе я думаю, что вы порадуетесь, потому что человек вы не конфликтный, и каждый конфликт, даже самый успешный, вам болью отзывается в сердце, потому что вы потом начинаете переживать, вы думаете, ох, зачем я так? Да. Ну вот тут мы уже видели, да, что вы можете переживать. Ну да, не придется вам пользоваться этим мечом. Все и так само собой решится. Так, дальше показывают большую гусеницу. Гусеница прям такая увесистая. Эта гусеница никак не хочет превращаться в бабочку. И как бы вы ее не уговаривали, там и другие люди уговаривали, гусеница такая, нет, не буду, мне рано, я не хочу, я боюсь, да. Слушайте, но оставьте вы эту гусеницу в покое. Человек дойдет своим умом, когда биологические часики там зазвонят внутри человека, человек скажет, все, мне пора окукливаться. Пока это не произошло, никакие уговоры человека не заставят. Ни уговоры, ни угрозы, ни подкупы ничего не заставят. Именно сама биология. Биология этого человека должна сработать. Человек, конечно же, поменяется. Обязательно поменяется, но только когда придет время. Конечно, хочется, чтобы все были хорошими, прекрасными бабочками здесь и сейчас, но, к сожалению, это невозможно. Возможно, это подросток, да, ваш любимый подросток, девочка либо мальчик, который, как это, гусеница, да, в своей комнате сидит, компьютер, телефон, либо только лишь с друзьями общается, а на вас только ага, и кивки, да, даже поговорить не хочет. Либо огрызается, как такой, знаете, противный ежик. Ну, потерпите, время придет, биологические часики прозвонят, все будет хорошо. То же самое, если человек там с дурными привычками, с дурными какими-то мыслями, ну не мыслями, да, скорее привычки, увлечения. Ничего, поменяется, я это вижу. Но события ближайших дней говорят о том, что вы прям будете пытаться подогнать этого человека, а делать этого не надо. Это бесполезная работа, плюс еще напряжение нервной системы, да, испорченное настроение и у вас, и у этой гусенички. Придет время, будет бабочка, не переживайте. Вот. Займитесь какими-то своими делами, да, либо пустите свою энергию в какое-то более нужное, важное русло, которое будет давать вам отдачу здесь и сейчас. Вот. А с гусеничкой все будет хорошо. Так, еще здесь какая-то гора странная, она как будто бы на секции, на фракции поделена. Как наслоение, знаете, возможно, это какие-то запущенные проблемы, либо отложенные дела, которые вот так наслоились друг на друга, и тут вы раз и в горах. И думаете, мамочки, как же я сюда попала, да? Как же выбираться отсюда? Ну, пугаться не спешите. Я так скажу, если вот прям рукава засучите, возьметесь за дело, так вы эту гору по кирпичку разберете. Разберете так, что даже и маленького камушка не останется. Главное найти на это время, главное себя настроить на это, и все получится. То есть у кого-то идет прям какая-то сумасшедшая ситуация, когда вы там за несколько часов, либо за сутки решаете целую гору, целый ворох проблем, которые накопились там с прошлого.
и сами от себя будете в шоке. Ну а если кто-то узнает, так вам точно медальку за это дадут, потому что так никто не умеет. Люди обычно боятся решать свои проблемы, и если уже что-то там отложили, переложили, то редко к этому возвращаются. А вы сможете, у вас точно все получится. Так, ну и в венце у нас прекрасная картинка, где вам целуют руку. Не могу сказать, мужчина либо женщина целует вам руку, но то, что это выглядит эпично, и то, что это произойдет, это факт. Это не обязательно, что вам прям конкретно вживую будут целовать руку. Скорее всего, это признание. Да? У многих отыграется, что это признание. Вас признают, с вами соглашаются, вас выделяют. И, кстати, да, могут еще хвалить по такому знаку. Можно сказать, что вы дождались этого момента, точно будет признание, точно похвала, и точно человек будет стараться выказать свое хорошее, доброе отношение в вашу сторону. Хороший знак, очень хороший. Особенно если это в любви, то ваш партнер сделает все, чтобы доказать вам свои чувства, искренность своих намерений и чистоту своих помыслов, да, глубину своих чувств. Слушайте, ну здорово, пусть так и будет, воистину да будет так. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.